1 месяц должен пройти между прививками от коронавируса и против гриппа. Врачи рассказали, как следует сочетать 2 вакцины. В то же время медики говорят о напряженной ситуации с заболеваемостью COVID-19 у детей. Около 2000 подростков проходят обследование в связи с подозрением на коронавирус. Екатерина Тимиряева расскажет подробнее. Степан Мурко пока сделал первую дозу вакцины от коронавируса. После второй думает привиться еще и от гриппа. Говорит, что таким образом хочет повысить защиту для себя и близких. Если будет надобность, сделаю. Не хочу болеть и заражать близких. И это более безопасный метод. Вакцину от COVID-19 и гриппа нужно делать последовательно. Между ними должен пройти 1 месяц. Промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю. Это общие рекомендации, но перед инъекцией обязательно консультация у врача. Коронавирус и грипп, они как-то родные, как родные сестры. Один постарше, вреднее, а другой, я не могу сказать мягкое, но другой чуть-чуть отступает от старшей сестры. Обои очень коварное заболевание, легко распространяется, легко заражаться. Даже на фоне полного здоровья к вечеру поднимается температура, и люди находятся уже в постели. Кроме того, по словам медиков, наложение 2 инфекций, коронавируса и гриппа, чревато серьезными осложнениями, а значит и более длительным восстановлением. Оптимальный срок вакцинации от гриппа – это сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. По данным Роспотребнадзора, увеличение заболеваемости от 33% до и выше по разным возрастным категориям, и, собственно говоря, по некоторым категориям превышение эпидпорогов сейчас уже наблюдается по гриппу и ОРВИ. Плюс ко всему мы с вами видим, что ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией. Мы прекрасно с вами понимаем, что одновременное взаимодействие коронавируса и вируса гриппа может дать какой-то непоправимый эффект и вообще, может быть, усилить друг друга. Серьезную обеспокоенность врачей вызывает заболеваемость коронавирусом у детей. По данным Минздрава Башкортостана, сейчас в стационарах находится 99 детей. Еще около 2000 проходят обследования. В связи с этим родителям рекомендуют усилить меры профилактики и обязательно проконсультироваться у педиатра, какую вакцину можно поставить. Екатерина Тимиряева, Азат Ишбулатов, Константин Носов, Иван Шабрин. Новости Уфа.